Вот сейчас есть такое понятие среди населения про килинизацию. Вот вы что про это можете рассказать? Вот это какой-то определенный этап, который должна пройти девушка, когда приходит в дом к мужу? Ну, думаю, что да. Там, по-моему, первые 3-4 года, пока свекрови не надоест гнобить, а потом уже, видимо, надоедает и отстают. Ну, со мной такого не произошло. Там на протяжении 6 лет таки, как началось, так и закончилось. Вот это вот гнобление, да, Да. получается? А в чем оно проявляется? Ну, претензии во всем. Допустим, не так села, не так встала, не так кушать приготовила, допустим, не спросив, ушла куда-то, хотя при том, что знают, что Килин работает, и она как-то это уже режим идти на работу, приходить с работы, но все равно там что-то есть какие-то претензии, которые постоянно каждый раз заново возникает. Видели сами такие случаи? Ой, я среди женщин, получается, около 12 лет работаю. И из них 10 лет я в Худжанде проработала в салоне. Там каждая, можно сказать, каждая вторая женщина постоянно вот приходили, изливали свою душу. Получается, свекровь вот так, там, допустим, не дают даже в салон ходить, то, что тратишь деньги моего сына. И вот даже на фоне этого у них скандалы. Там насчет этого более распространенное это. Потому что город маленький, получается, они живут ради общества. Не дай бог соседка что-нибудь скажет. Ты почему так оделась, не спросив у меня? Вот так. А что нужно сделать, чтобы вот этот этап пройти? Вот вы видели таких женщин, которые так вот 20 лет живут, 15 лет живут? Да. В итоге к 45 годам, ну, когда уже свекровь успокоилась, они все больные, на нервах. То есть они уже просто говорят, а что делать, жизнь такая. Вы слышали про такое вот понятие, как килинизация? Слышала, сталкивалась, Да? что девушка, выходя замуж, попадает в семью мужа и становится чуть ли не рабыней, которая должна просыпаться в 5 утра, успевать сделать абсолютно все по дому для родственников мужа, для мужа. А после того, как она становится матерью, она начинает уделять еще время своему ребенку, и фактически не остается времени на себя, и происходит просто эмоциональное выгорание, что и приводит в основном к разводам. По срокам сколько времени вот килинизация занимает? Ой, по мне, так это зависит уже от каждой семьи индивидуально. Я знаю, что в нашей семье этого нет вообще. Ну, У нас не было ни сроков, ничего. Вы женились по своему желанию, жили так и живут до сих пор так, как хотят. У меня у самой была невеста. Поначалу надо давать шанс, чтобы она как бы адаптировалась в этой семье. И в каждой семье какие-то свои, как сказать... Традиции, да? Да, традиции. Учить надо, быть спокойной, чтобы она вот научилась, адаптировалась. Она должна помогать. Потом она оставила свою мать здесь, вместо матери свекровка должна.